Осада главного телецентра «Интермедиа Групп» в Киеве снята. Люди в камуфляжной форме забрали свои палатки и шины от забора, установленного вокруг офиса группы. По словам активистов, руководство «Интера» пообещало им пойти навстречу. Наши требования частично взяли на рассмотрение и пообещали, что их выполнят. Шувалова уволят, контент изменят, он будет более патриотичный, а не промосковский. Игорь Шувалов, российский политтехнолог, курирующий информационное вещание «Интера». Осада телеканала снята, но свою акцию протеста ряд активистов намерены продолжать, как они говорят, до полного закрытия канала. За последние 3 дня «Интер» подал в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и полицию 10 заявлений о совершении преступлений. Никакой реакции нет, говорят в пресс-службе. Сегодня утром, по ее информации, журналисты и технический персонал «Интера» не смогли попасть на рабочие места. В воскресенье, напомню, на офис компании «Национальные информационные системы», которые создают новости для «Интера», было совершено нападение, начался пожар, несколько человек отравили с угарным газом. А накануне под главный офис телеканала люди в камуфляжной форме привезли шины и объявили бессрочную акцию протеста. Они обвиняют «Интер» в работе на Кремль. Кто стоит за событиями вокруг канала и каковы их цели, эти вопросы в Украине обсуждают и политологи, и журналисты. Есть мнение, в поджоге и блокаде канала мог быть заинтересован глава МВД Арсен Аваков. Он, отмечу, в последнее время много критиковал «Интер». Пресс-секретарь Авакова заявила, что такие слухи министр комментировать не намерен. Также есть мнение, в Украине начался период рейдерства на медиарынке. И вот еще одна версия, она касается нападения на «Интер», может быть выгодно самому руководству канала. Я не сторонник конспирологических версий, которые говорят о том, что, наверное, это провокация самого «Интера». После пожара сегодня «Интер» спокойно может выступать за свободу слова, быть жертвой действий радикальных элементов, рассказывать о нездоровых настроениях в обществе и о праве большого количества русскоязычных граждан слушать любимый канал, ну и так далее. То есть это дает возможность «Интеру» поменять риторику. И вот реакции директора компании «Национальная информационная система» Александра Пилипца на версию о том, что пожар и блокаду «Интера» устроил сам менеджмент. У нас полстудии вещественных доказательств валяется везде. Мы вчера целый день приглашали Министерство внутренних дел во главе с Аваковым приехать и позабирать. Это же смешно, будучи первой кнопкой страны, говорить о том, что о нас мало говорят. Зачем мне надо, чтобы о мне еще таким способом говорили?